Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Сегодня говорим о предстоящих в сентябре выборах. Я представляю гостя в студии Владимир Нагорный, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами обсуждаем одно из главных политических событий предстоящей осени. Это выборы в Госдуму и не только. Как идет подготовка? Да, июнь месяц этого года он будет характерен тем, что будут назначены выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов городского совета город Уфа. По крайней мере, в республике у нас 2 уровня выборов будет проходить. Для нашего регионального отделения это очень важный этап, потому что 5 лет назад, в 2021 году, по сути дела, наше региональное отделение эти выборы организовал достаточно слабо, и у нас практически нет. У нас нет кандидатов ни в Госдуме от регионального отделения, ни в Совете городского округа Уфа, хотя всегда были 2-3 человека. Поэтому мы, безусловно, уделяем очень серьезное внимание подготовке к этим выборам, и рассчитываем на то, что мы все-таки исправим эту ситуацию. Какие мероприятия предполагаются? Безусловно, как вчера Центральная избирательная комиссия Российской Федерации провела семинар и обозначила сроки, в какие будут назначены выборы. Значит, выборы депутатов Госдумы должны быть назначены с 1 июня по 21 июня, то есть указ президента может в один из этих дней выйти, а выборы в городской совет Уфы будет назначен с 21 июня по 1 июля. Соответственно, мы, как региональное отделение, должны провести конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты Горсовета, а также дать свои предложения на съезд партии по своим кандидатурам по выдвижению и по одномандатным округам в Госдуму, и по списку, общефедеральному списку. Мы эту работу ведем, безусловно. Сегодня, я думаю, наверное, преждевременно называть наши фамилии, кто куда пойдет. Эта работа, ни одна партия сейчас не обозначается. Если уж только Единая Россия проводит праймерис, пока его результатов никто не видел. Поэтому по фамилиям сегодня говорить не будем. Собственно говоря, основная задача наша состоит, чтобы мы, как партия, как региональное отделение, донесли до наших избирателей ту программу, те мысли, с чем мы идем на эти выборы. Хочу сказать, я перед встречей с вами проанализировал программу партии 2021 года, и то, что сейчас мы предлагаем включить в нашу программу. Кстати, наша партия, как и некоторые другие, в свое время среди членов партии, среди наших избирателей объявила о сборе предложений в эту программу, в нашу народную программу, будем говорить. В понедельник на этой неделе состоялось программное заседание, то есть в Москве я был на этом заседании, где обсуждались эти предложения, которые поступили. Их поступило порядка 146 тысяч предложений. И в отдельные блоки эти предложения уже объединены с тем, чтобы до дня съезда, который будет, вероятно, где-то в начале июля, уже сформировать новую выбранную программу. Но основные тезисы, они сходятся, потому что за 5 лет, которые прошли с дня прошлых выборов и предстоящих выборов, ситуация по основным направлениям у нас изменилась, к сожалению, незначительно. Самым главным изменением, вернее, даже, наверное, существенным изменением, это специальная военная операция. В 2021 году этот вопрос просто не стоял ни перед одной партией. Теперь, по анализам, смотрю новости, после обсуждения у нас на программном комитете, мы понимаем, что основной вопрос это как региональное отделение, как в целом партия относится к этой специальной военной операции. Как наш председатель Сергей Михайлович Миронов не однажды говорил, что мы единственная фракция в Госдуме, которая единогласно поддержала начало этой операции. Все 28 депутатов проголосовали за. Ни одна другая фракция так не голосовала. Это наше отношение к этой специальной военной операции. Безусловно, первый блок это будет программа, это будут те меры, которые мы еще можем, предложить для того, чтобы наши бойцы, участники СВО, семьи, получили, наверное, определенные льготы, определенные возможности. Хотя, конечно, пакет этих документов уже очень большой, как на федеральном уровне, так и на республиканском уровне. Но повторяться не буду, на эту тему уже много говорили. То есть основной блок, начальный блок, это, конечно, поддержка участников СВО и членов их семей.
Следующий блок я бы назвал так, это борьба с бедностью. Как бы наши официальные источники и на уровне России, и на уровне республики не говорили, что у нас все идет замечательно, и мы живем все лучше и лучше, статистические данные, на мой взгляд, не отражают фактического состояния дел. Ну, взять такой показатель, как прожиточный минимум. У нас республика составляет 17 тысяч рублей. Вот, наверное, вы не однажды видели, что и корреспонденты, и заинтересованные люди пытались на эти 17 тысяч прожить. Но, может быть, один месяц протянуть можно, но не более. Потому что, ну, сами представьте, квартплата, лекарства и что остается на питание. Тем не менее, у нас такой установлен минимум. Это совершенно несправедливо. Второе, возьмем нашу среднюю пенсию. 24 тысячи рублей. Опять же, это средняя пенсия. Ко мне обращаются бабушки, ну, мужчины, как правило, до пенсии, особенно будем говорить, 70-80 доживают немногие, прямо скажу, потому что обращаются в основном женщины, пенсионерки. Ну, приходит, у меня 15 тысяч рублей пенсии, вот у меня на лекарства там 3 тысячи ходит, вот квартплата 3 тысячи, на что мне жить? Примите закон, в конце концов, напрямую обращаются к нам, примите закон, чтобы как бы изменилась эта ситуация. Вот, поэтому Сергей Михайлович вот и по первому пункту, и по второму, по зарплате и по пенсиям говорит, что и предлагает, я думаю, это в программу войдет, чтобы минимальная оплата труда 60 тысяч, минимальная пенсия, средняя пенсия 60 тысяч. Ну, я думаю, что это совершенно справедливо, и люди должны это понять, потому что на те цифры, которые я назвал, жить просто невозможно. Вот, это будет тезисом. Ну, что касается, чтобы все это обеспечить, безусловно, нужен рост экономики. Как бы мы ни говорили, все цифры говорят о том, что у нас экономика затормаживается. И наша фракция, по сути дела, единственная в Госдуме, которая резко критикует работу Центробанка вот с этим их ключевой ставкой, так называемой. Поскольку эта ключевая ставка, теперь она 14,5, все равно не дает возможности получать инвестиции и развивать производство. Вот, по сути дела, наши призывы пока падают, так сказать, в пустоту, но, на мой взгляд, об этом надо говорить. В любом случае, когда это количество перерастает в качество. Кстати, вот опять же приведу пример. С прошлых выборов до нынешних выборов из предыдущей нашей программы 2 пункта реализовано. Это прогрессивная шкала налога на доход физических лиц. В конце концов ее установили. И второй пункт – это индексация пенсий работающим пенсионерам. Этот пункт тоже был из нашей программы, он реализован. Так что надо говорить, и тогда все, будем говорить, все равно должно случиться. Поэтому, вот, возвращаясь к критике Центробанка, мы считаем, что, во-первых, он должен работать под контролем, безусловно, правительства, и его цель основная – это все-таки развитие инвестирования в производство. Вот. Тот тезис, что мы такой ключевой ставкой снижаем инфляцию, на мой взгляд, и не на мой взгляд, на наш взгляд, как было сказано в комитете, он себя не оправдывает. К сожалению, инфляция ни в какой сфере у нас не снижается. Особенно, наверное, народ возмущается, когда через день слышит о повышении цен на ГСМ. Ну, как объяснить повышение цен на ГСМ? Или самый больной вопрос для каждого из нас – это тарифы ЖКХ. Ну, как можно объяснить, что в 2025 году тарифы в республике у нас повысились в среднем на 16%. Это инфляция или не инфляция? Как это объяснить? Вот, поэтому наша партия, кстати, что касается ЖКХ, уже не однажды заявлялась, следует заморозить тарифы, провести полностью ревизию ЖКХ и возможно, в программе, вероятно, буду даже сказать, что не просто возможно, а необходимо вернуть полностью сферу ЖКХ под контроль государства. Потому что помню, было время, когда мы хотели в сферу ЖКХ внедрить рынок, вот эти управляющие компании. В общем, но статистика работы управляющих компаний говорит о том, что большинство из них все-таки нацелены, как и любая коммерческая организация, на получение прибыли, а не обеспечение достойных условий проживания. Поэтому вот наш тезис нашей партии, это под контроль государства, как это было при советской власти, кто помнит. Там была и копеечная квартплата, и, по крайней мере, все коммунальные услуги осуществлялись достаточно качественно. Вот. И ряд других, конечно, направлений из нашей программы, они остаются прежними. А если говорить уже непосредственно об избирательной кампании, как построить именно агитацию? Возможно, есть какие-то новые методы и так далее в современном мире?
Ну, в жизни все меняется, в том числе, на мой взгляд, меняются и способы агитации. Я помню первые выборы альтернативные, это были начало 90-х годов, когда основной упор был сделан на непосредственно общение с избирателем. То есть приходишь во двор, собираешь людей, говоришь, кто ты, и говоришь, что ты хочешь. Сейчас с развитием, конечно, телекоммуникации вся агитационная кампания переходит в основном, конечно, в сети. Ну, на мой взгляд, насколько это оправдано, ну, во-первых, это современно, тут никуда не денешься, так сказать, с этим надо согласиться. С другой стороны, конечно, когда пишут комментарий или пишут, так сказать, какое-то сообщение в мессенджере, я думаю, что тут невозможно без визуального контакта все-таки определить, насколько это является целью данного кандидата, или это пишется в угоду, так сказать, требованиям, так сказать, времени. На мой взгляд, это есть большой минус, поэтому все-таки мы считаем основной это контакт с избирателем непосредственный. Ну, в качестве приема граждан, значит, возможно общение, возможно собрание. Пока, слава богу, будем говорить, законом это все разрешено, и, конечно, в соответствии с законом мы будем это использовать. Но и, конечно, от современных методов агитации мы тоже не можем отойти, поэтому будем заниматься и агитацией по различным социальным сетям. Ну, баннерная кампания, это, так сказать, она не является чем-то уникальным для нашего регионального отделения. Вы знаете, как только объявят выборы, у нас будет город наполовину завешен плакатами всех партий. Ну, там уж получается так, кто придумает интереснее слоган, кто интереснее, так сказать, фотографию разместит. Тут, конечно, есть такой метод, и мы его будем тоже использовать. Ну, что добавить еще? Хотел бы сказать, что большое значение выборной кампании имеет, конечно, своя целевая аудитория. И, безусловно, за эти месяц агитационной кампании, если не вести предварительную работу, то набрать ее невозможно, наверное, все-таки. Поэтому большая предварительная работа теми, кто хочет стать кандидатами, она ведется ежедневно. Даже не являясь кандидатами, до сих пор сейчас людей же еще не являются кандидатами, но те, кто уже думает, что они станут кандидатами, он занимается тем, чтобы привлечь на свою сторону людей, чтобы его фамилия была известна, конечно, с какими-то благими делами, с тем, чтобы привлечь людей на свою сторону, и чтобы люди проголосовали за конкретного кандидата. Владимир Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Время нашего эфира завершено, поделились своими планами. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.